Всем привет! Этим роликом я начинаю серию рассказов о Nokia 5530, и я думаю, сначала я остановлюсь на внешнем виде устройства и общих впечатлениях от него. Итак, начнем о размерах сначала разговора. Вот у меня еще есть Nokia 5800 и наш прославленный ветеран Nokia N95. Как вы видите, устройство имеет практически одинаковые размеры с N95 в сложенном состоянии, но по толщине, конечно же, значительно выигрывает. То есть гораздо тоньше. И с Nokia 5800 она тоже имеет чуть меньшие габариты и в толщину также меньше. В общем, устройство можно так сказать, отнести к классу небольших устройств. Ну и давайте теперь более подробно о внешнем виде. Итак, левая боковая часть. Слева мы видим практически гладкую поверхность. Есть только заглушка, под которой прячется сим-карта и карта памяти. И также стилус. Сейчас я покажу его. Вот он извлекается. Стилус получше, чем у 5800. Более монолитный и прочный. А теперь как же извлечь карту памяти? Чтобы извлечь карту памяти, достаточно один раз нажать на кнопку выключения. И вот здесь мы можем выбрать пункт «Извлечь карту памяти». Так, вот, извлечь карту памяти. Нажав ее, мы можем ее легко достать, то есть поддерживается горячая замена карт памяти. В комплект входит карта microSD на 4 гигабайта. И в принципе это, наверное, достаточный минимум, чтобы хранить свою музыкальную коллекцию и несколько видеороликов на своем телефоне. Давайте перейдем к следующему торцу. Итак, правый торец. Как мы видим, здесь находится качелька регулировка громкости, а также ползунок блокировки экрана. Вот. И кнопка камеры, если нажать ее, то вызывается, естественно, интерфейс камеры. Перейдем к следующему торцу. Это верхний торец. Здесь находится только кнопка выключения. Как я показал, однократное нажатие на нее можно выбирать всевозможные профили, такие как бесшумный, там без звука, там только вибрацию, автономный, то есть с отключенным GSM модулем, или выключить телефон. Долго ее задерживание выключает телефон сразу. И нижний торец. Здесь присутствует гнездо для зарядки, стандартный разъем под гарнитуру 3,5 мм и заглушка микро USB для, там под ней прячется разъем микро USB для синхронизации данных с компьютером. Итак, что же мы видим сзади? Сзади находится модуль камеры 3,2 мегапикселя. Есть LED-подсветка, которая работает как вспышка и как подсветка при видеозаписи. И в принципе 3,2 мегапикселя это необходимый достаточный минимум, наверное, для современного мультимедийного устройства. Оно позволяет при хорошей солнечной погоде делать неплохие снимки. И по этому параметру даже немного переигрывает 5800, потому что там снимки дают немного в синеву. Вот я снял крышку, заднюю крышку, и мы видим здесь аккумулятор. Аккумулятор здесь на 1000 мАч. Это, конечно, не рекорд, но в принципе нормально. У N95 950 мАч, у 5800 1350 мАч. Но современный N95 сильно уже шагнул вперед энергопотребление, экономия энергопотребления, и поэтому телефон может прослужить от 2 суток до суток при довольно интенсивном использовании. Ну а теперь, собственно, самое главное, лицевая панель. Итак, на лицевой панели здесь находится два стереодинамика. Звук достаточно громкий, чистый, хотя и потише, чем у N95, но нет, чем у 5800, где-то на уровне N95, но почище, чем у нее. Также находятся сенсорные кнопки отбоя, вызова и меню. Кнопку меню вызывает вот меню открытия. А если ее зажать, то показывается открытое предложение. А если зажать на нем, на этом открытом приложении, сейчас я покажу это дело. Вот открыв, например, музыкальный проигрыватель и зажав эту кнопку, то можно выйти из этого приложения
То есть вот такая более удобный финт. И, соответственно, экран. Экран 640 на 480 точек. Выполнен по резистивной технологии. Это многие ставят в недостаток телефона, но я сейчас попробую доказать, что это не так, потому что при емкостной технологии, то есть реагирующей на прикосновение, а не нажатие, телефон как бы не способен воспринимать ничего, кроме человеческой руки, то есть ни стилуса, ни руки в перчатках, а у нас скоро уже холода, и сейчас я покажу, что в перчатке можно тоже управлять телефоном. Итак, я надел перчатку, вот выбираем телефон, и я наберу звездочка 100 решетка, звездочка. Так, вот, правда, уже пошли первые накладки. 100 решетка. Как вы видите, я набрал, а при емкостной технологии этого невозможно было бы сделать, и пришлось бы снимать перчатку. То есть, если приноровиться, то можно пользоваться и так. В комплект с телефоном входит еще наушники, это модные внутриканальники, правда я предпочитаю всегда капли, но кому-то может быть это и понравится, звук в них хороший, мягкий, но не очень резкий, то есть не сильно басит, это вот, наверное, может недостаток для многих будет. В общем, что я могу сказать как вывод? Устройство получилось очень неплохим, особенно в своем сегменте 10 тысяч, чуть больше. И практически ничего лучше невозможно найти. Это смартфон с большим экраном, с очень хорошим разрешением, насыщенный всевозможной функциональностью, отличный браузер, музыкальный плеер, очень с сортировкой по всем элементам. Видео проигрывать можно. Ну, в общем, можно ставить море программ, читалки, офисные программы и мессенджеры всевозможные. В общем, устройство просто отличное. Я считаю, если вы к нему присматриваетесь и ограничены в бюджете частично, то покупать 5800 может быть и не стоит, если вам не нужен GPS, потому что и карта на 8 гигабайт это главное отличие, потому что звук в наушниках, я повторюсь, такого же качества, а правда колонки потише, но звук чистый, то есть если вам не нужно рассказывать всем соседям, что же вы слушаете, то этого вполне достаточно. Ну, в общем, в следующих, наверное, своих роликах я более подробно остановлюсь на всех функциях, а пока, наверное, все. Всем пока.